Гематологическое отделение Национального центра медицины – единственное отделение, оказывающее специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь больным с заболеванием крови. От 60 до 80% пациентов гематологического отделения – это больные по профилю онкогематологии. Одним из методов современного лечения заболеваний крови является трансплантация костного мозга. Пересадка костного мозга потенциально помогает спасти жизнь более чем при 70 различных заболеваниях. Иногда это является единственным методом терапии, который может помочь пациенту войти в длительную ремиссию и, соответственно, увеличить продолжение жизни больного. На сегодняшний день у нас есть протоколы лечения острых нелимфобластных лейкозов, по которым пересадка костного мозга является обязательным этапом лечения. Костный мозг – это важнейший орган кроветворной системы и является одним из важных органов иммунной системы человека. Это единственная ткань организма, содержащая большое количество так называемых стволовых клеток, близких по строению к эмбриональным клеткам. В случае нахождения родственника больной проходит обследование. Обследование проходит в условиях нашей поликлиники ККО. Мы проводим мишелиотипирование больного, которому необходима пересадка, и предполагаемого донора. Донор обследуется на наличие инфекций, и в случае, если у пациента нет хронических инфекций, которые являются противопоказаниями к донорству, и, значит, пациенты направляются нами в центры федеральные гематологические. Ежегодно во всем мире проводятся акции по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга. В Якутии первую акцию в прошлом году организовала Мария Садовникова. Она сама лечилась от лейкоза, и ей необходима была донорская пересадка костного мозга. На прошлогоднюю акцию пришло 662 человека. То есть это за 3 дня столько народу отозвалось. И это только те, которых мы отобрали для типирования. Но, к сожалению, донор не нашелся. Но это как бы ничего страшного, там мы пошли по другому пути лечения. Я сама себе стала донором. В этом году за 2 дня акции мы собрали 42 потенциальных донора костного мозга. Пробирки отправляются в Москву, гематологический научный центр на типирование, и они уже будут в регистре доноров костного мозга. Донорство сильно зависит от генотипа. Проблема в том, что у якутов крайне редкий генотип, и в регистре России и зарубежья подходящих доноров практически нет. Поэтому на сегодняшний день в республике Саха-Якутия нашей рассматривается вопрос о введении трансплантации костного мозга на базе Национального центра медицины. Разработана программа, она обсчитана, сейчас ведется работа по, претворению этой программы в жизнь. Создание в Якутии трансплантационного центра позволит спасти пациентов, которые срочно нуждаются в помощи. Также новый опыт даст импульс дальнейшему развитию высокотехнологичной медицины в регионе.